В эфире программа «Актуальное интервью». В студии работает Марфирина Алексеева. Здравствуйте. В Республиканской больнице номер 2 в прошлом году был запущен инновационный проект «Мобильный хирургический центр». По итогам года ведущие хирурги больницы выполнили 22 выезда в 16 районов республики. Ими в условиях центральных районных больниц проведено более 600 операций. Проект в этом году продолжается. О реализации проекта и дальнейших планах мы сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Иван Иванов, главный врач Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи. Иван Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, уже больше года прошло, как стартовал инновационный проект «Мобильный хирургический центр». В каких районах побывали ваши врачи и сколько человек прооперировано? Ну, как вы уже сказали, 22 вызова у нас состояло в 2024 году, 16 районов мы посетили. Некоторые районы мы были трижды были, такие как Нерюнгринский, Алданский район, крупные районы, я имею в виду, да. Ленский район. Побывали мы в большой группе районов, старались выбирать, конечно, районы, которые имеют круглогодичную транспортную доступность, потому что проект только-только внедрялся, имело место определенные трудности, скажем так, до организационного характера, учитывая, что данный проект в том виде, в котором он существует, он на тот момент не существовал нигде в Российской Федерации. То есть мы были самыми первыми, это обусловлено рядом факторов, это расстояния большие, это большая республика, наша транспортная доступность достаточно такая сложная, специфическая, сезонная. Вот поэтому мы были родоначальниками, положили начало этому. И сейчас, собственно говоря, данный вид оказания медицинской помощи, особенно у нас здесь на Дальнем Востоке, насколько мне известно, уже внедряется на Сахалине, на Камчатке и так далее. Вот поэтому выездов было много, работали активно. Всего мы провели 169 дней на выездах. То есть наши специалисты практически полгода они были на выездах. Вот, провели более 600 операций, 77 эндопротезирований. То есть те виды оказания медицинской помощи, о которых ранее, ввиду оснащенности центральных районных больниц, было сложно говорить. Сегодня у нас прошла модернизация первичного звена центральных районных больниц. И данный вид оказания медицинской помощи стал возможен на местах. Так у нас выезжают в основном это колопроктологи, абдоминальные хирурги, сосудистые хирурги, отоларингологи, нейрохирурги стали сейчас выезжать, да, операции делать по экстренным показаниям. То есть работа, она идет, и в этом году уже за 3 месяца этого года, 2025 года, мы уже провели более 250 операций. То есть уже перевыполнили, скажем так, план, который был необходим на выполнение. Провели 26 эндопротезирований на сегодняшний день, да, посетили 5 районов, сделали 5 выездов в 4 района. И на сегодняшний день, вот сегодня у нас бригада работает в Усть-Алданском районе и в Мекинг-Англасском районе. А по каким диагнозам в основном проводятся операции? Мы их делим по профилям. Вот, то есть работа, когда начинается подготовительно, у нас мы определяем профили, которые необходимы в центральной районной больнице ввиду отсутствия специалистов каких-то, может быть, да, их нету там в принципе в порядках. И таких ставок не существует у них ввиду низкой укомплектованности. Вот поэтому определяясь по профилям, в первую очередь у нас, конечно, высокая востребованность — это ортопедия и травматология, это эндопротезирование и другие виды оказания медицинской помощи по этому профилю. Это колопроктология. Вот. Это отоларингология очень востребована, то есть в каждый район у нас отоларингологи выезжают и делают там самое большое количество операций, потому что наши мужчины, видимо, там, да, они такие активные по жизни, скривленными своими перегородками и так далее. Вот, то есть необходимо восстановление, и зачастую мы как бы махаем на это рукой, а здесь специалисты приехали к тебе в район, ты здесь же соперировался, через 3 дня тебя выписали, и, собственно говоря, ты уже можешь носом дышать, и намного комфортнее жизнь становится. Сосудистые хирурги и прочие специальности. То есть мы смотрим от района к району, какие специальности необходимы, какие требования выставляет главный врач центральной районной больницы. И уже как бы исходим из этого. А как же проводится отбор пациентов? Вообще это такой вот самый сложный, наверное, вопрос по-настоящему, потому что перед тем, как вообще выехать, где-то за 2-3 недели, мы уже связываемся с центральной районной больницей, мы определяем, во-первых, какое оборудование у них есть, вот, все ли оно работает, какое-то оборудование, может быть, необходимо взять нам с республиканского учреждения, какие виды оказания медицинской помощи мы можем сделать, какое количество операционных залов у них имеется, потому что 2 хирурга в одном операционном зале работать не будут. То есть, чтобы это был поток такой быстрый, серьезный, чтобы лишнее время не терять, скажем так, в районе, не засиживаться. Смотрим по пациентам. Отбираем пациентов, их начинаем готовить. То есть это плановые операции, как правило, да. Вот, ввиду этого пациенты проходят весь клинический минимум, подготовку, данные отправляют нам, мы уже определяем, что действительно, да, этих пациентов необходимо оперировать, определяемся с количеством этих больных
И, собственно говоря, уже после этого, только вот этой 10-дневной подготовки, 10-12 дней она занимает, наши специалисты выезжают в район. Далее в первые сутки они повторно осматривают больных, потому что все-таки надо лично осматривать пациентов. И после этого уже принимают решение, по большей части практически всегда мы этих пациентов берем на операцию. Есть, конечно, категория больных, ввиду общего состояния здоровья, которых предпочтительнее делать данную операцию в городе Якутске на базе республиканского учреждения, потому что никто рисковать жизнью пациента не хочет. И только после этого наши специалисты приезжают и в среднем где-то от 5 до 18 дней проводят в районе, пока не окажут медицинскую помощь всем больным. То есть мы никого не оставляем. Оперируем всех, кого запланировали. Ну что ж, а вот сколько человек в год проходит через ваш сосудистый центр и какие передовые методы используются при лечении? Сосудистый центр, наш региональный сосудистый центр, вообще хочу отметить, что в 2023 году на одной такой очень крупной конференции, неожиданно для и моих специалистов, и для меня лично, он был признан одним из лучших региональных сосудистых центров по оказанию медицинской помощи, по результатам оказания медицинской помощи в Российской Федерации. Нам там вручили награду. Были приятно удивлены, что мы там где-то с Якутии, и один из лучших показателей. И неоднократно, кстати, наш частый гость Николай Анатольевич Шамалов, это главный внештатный невролог Минздрава Российской Федерации, отмечал, что региональный сосудистый центр республиканской больницы номер 2, он очень активно работает и один из лучших Российской Федерации считается по своим показателям. Понятно, есть определенные там моменты у нас, территориальные моменты, но именно по показателям, по качеству оказания, своевременности оказания медицинской помощи мы, оказывается, такие молодцы. Конечно, больных у нас проходит очень много. В 2022 году мы часть объемов, скажем так, передали в кардиососудистый центр, который построили на базе республиканской больницы номер 1. Тем не менее, количество больных, оно не снижается. То есть их достаточно много. Мы много берем пациентов с районов, много с города Якутска поступает. Для сравнения, просто в 2024 году у нас прошло 1107 больных через региональный сосудистый центр. Это очень серьезная цифра для 50-коечного отделения. То есть интенсивность работы там чрезвычайно высокая. Отделение работает на высокой нагрузке. И, конечно, здесь надо дать должное нашим врачам, специалистам, которые эту нагрузку выдерживают, нашим медицинским сестрам, всему. У нас помимо врачей отделения еще в этом процессе участвуют и рентгенно-эндоваскулярные хирурги, и компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, лабораторная служба и так далее, реабилитация, которая принимает участие в реабилитации этих пациентов. То есть объем работы очень большой, который там происходит, и они с этим объемом справляются. Как меняются методы оперативного вмешательства, от чего зависит эффективность операции и быстрое восстановление пациента? Если говорить в целом о медицинской организации, в части внедрения новых видов оказания медицинской помощи, в 2024 году мы внедрили 55 новых видов оказания медицинской помощи, и диагностики. 55, цифра кажется очень большой, по-настоящему одно заболевание можно лечить несколькими способами. Чем больше этих способов, тем больше вариабельность оказания медицинской помощи под конкретного пациента, под его требования. Например, касательно регионального сосудистого центра, отделение острых нарушений мозгового кровообращения, или наше кардиологическое отделение, там операции на сосудах в основном проходят у нас, но помимо прочего, у нас еще и такие новые методы, как транскраниальная магнитная стимуляция головного мозга в остром периоде нарушения мозгового кровообращения. Это лечение нейрогенной дисфагии, то есть когда человек вследствие получения инсульта не может, глотательная функция нарушена у него. То есть эти процессы, это серьезное такое нарушение, можно умереть, если захлебнуться какими-то массами рвотными и так далее. Помимо прочего, это и лабораторная диагностика. Мы занимаемся тем, что подбираем лабораторную диагностику под конкретного пациента именно результативности влияния тромболитической терапии. То есть как она на него повлияет, насколько эффективно это будет и так далее. Касательно сосудистой хирургии нашей, там мы вообще шагнули очень далеко вперед, еще с 2023 года, когда мы покупали дополнительное оборудование. Это и удаление тромбов при помощи ротоблаттера. Он и сердечную мышцу, и сонные артерии, может, когда хроническое закрытие сосуда происходит, то есть в длительном промежутке времени это когда происходило, и невозможно использовать другие методы, типа стентирования, что-то еще. То есть о чем я говорю, что разные способы должны быть оказания медицинской помощи. Это стентирование сонных артерий, которые мы внедряли. Это удаление тромбов сосудов головного мозга, которые раньше мы не производили, то есть занимались
тромболизис, только препаратами этим делали. Но дело в том, что препарат может не подействовать на конкретного пациента или не расщепить этот тромб, поэтому включается наша уже рентгенно-эндоваскулярная хирургия. Вот именно для этого новые виды оказания медицинской помощи мы активно внедряем. Ну, в части РСЦ вот данные виды, скажем так. Вот 2 года назад впервые были проведены уникальные сосудистые операции вот на печень, также еще хирургические вмешательства нижних конечностей. Можно ли сказать сегодня, что такие операции уже поставлены на поток? Да, поротоковальная анастомоза, которую мы устанавливали в печени, это вот при циррозах печени с целью предупреждения развития пищеводных кровотечений у пациентов этих, да, потому что очень часто при циррозах печени, ну, вследствие такого устройства нашего организма, да, у них часто бывает варикозно расширенные вены пищевода, из них бывает кровотечение, что зачастую, часто очень, когда они своевременно обращаются, приводит к летальному исходу. Хотя пациент мог бы еще жить и жить, там, да, несмотря на свое основное грозное заболевание. Эти операции мы делали, но на сегодняшний день имеются определенные трудности ввиду санкционной политики некоторых государств. Ну, я думаю, что этот вопрос скоро разрешится. Вот. А что касательно сосудов нижней конечности, да, это вообще, вот как мы внедрили в 2023 году, у нас безостановочно этот процесс идет, потому что этих пациентов очень много. Вот. У нас много больных с сахарным диабетом, да, соответственно, у них окклюзия происходит, артерии нижней конечности. Вот. И как риск это развитие уже непосредственно гангрены, ампутации, инвалидизации и так далее. Да? То есть вот этот процент пациентов, которые у нас заболевание приводит к ампутации, которые к нам поступают, он снизился. Вот мы смотрели статистику прошлого года, он значительно снизился. То есть те виды оказания медицинской помощи, которые мы внедряем, они уже статистически показали свою правоту, и как бы те затраты, которые мы понесли, скажем так, в финансовом плане, они, конечно же, уже отбились в здоровье пациентов наших непосредственно. Ну вот еще коротко в СМИ выходила информация, что производится переезд некоторых отделений, да, в связи с ремонтом. Скажите, пожалуйста, какие отделения уже переехали? Да, у нас, надо сказать, что здание Второй республиканской больницы, оно достаточно старое, 1984 года постройки. Вот, там имеются определенные, конечно же, проблемы с этим зданием, они там встречаются, мы с ними активно справляемся. Да? Но благодаря Министерству здравоохранения нашей республики нам выделили дополнительные помещения. У нас переехало 3 отделения. Это отделение отоларингологии, челюстно-лицевой хирургии и отделение неврологии. Остальные отделения расположились внутри нашего здания, нашей территории. И, в общем-то, это никак не повлияло ни на объем оказания медицинской помощи, ни на доступность, самое главное, в оказании медицинской помощи. Поэтому, в общем и целом, мы справились. Я думаю, что в скором времени работа возобновится. В штатном режиме. Ну что ж, спасибо, Иван Сергеевич, что вы уделили время и ответили на наши актуальные вопросы. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами.